Добрый вечер. Это программа «Крымский вечер» на радио Крым Реали. С вами Эльвина Сидбулаева. И сегодня в эфире мы поговорим о том, как отдельные чиновники, украинские политики заявляют о подаче воды в аннексированный Крым, обмен незаконно удерживаемыми в России и в оккупированном Крыму и нарушение прав людей на полуострове. На полуострове слушайте нас на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и в YouTube страницах Крым Реали. Задавайте свои вопросы и комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем. Интервью в эфире радио Крым Реалии. И в нашей студии уже есть гость Нариман Джилял, активист национального движения крымских татар. Добрый вечер, Нариман. Добрый вечер. И начнем наш разговор касательно воды. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что его Кабмин министров не перекроет воду для украинцев, которые живут в аннексированном России Крыму. Так он во время ток-шоу «Право на власть» ответил на вопрос народного депутата Украины от фракции «Голос» Юлии Клименко о его отношении к вопросу подачи днепровской воды в Крым. Давайте послушаем. Питання подавання води в окупований Крим – це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Це питання гуманітарної відповідальності, хвилиночку. Не подача туди води призведе до гуманітарної катастрофи. Ми не хочемо бути авторами. Вода, це неправда, фізичні особи, люди забезпечені в Криму водою. Єдине, чого не вистачає, так це на ті військові об'єкти, які там є. І вибачте, будь ласка, Крим перетворився на військову базу. Ви хочете подавати воду агресору? Там живуть українці. Я більше не буду Абсолютно коментувати. правильно, В Криму українці. живуть українці. Ми не перекриємо воду для українців. Крапка. Крим – це Україна. ви збираєтесь подати Ми не воду збираємося не подавати воду не в Україну. Тобто Крим – це Україна чи ні? Ви подаєте Крим воду це Україна? в окуповане? Відповідьте Абсолютно на Україна, питання. 100%. Ми будемо подавати воду в Україну? Це окупована Ми будемо подавати Ні, воду в Денис, Україну? тому що це Там живуть українці на окупованій території. Ну там же живуть українці. Денис, це окупована територія. За неї Там несе живуть українці відповідальність на по окупованій міжнародному території. праву. Окупант. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть. Це міжнародне право, Денис. Ну, Бога раді, ну перестаньте. И уже есть реакция подконтрольной Кремлю крымских властей. Они там не рассчитывают на возобновление подачи воды на полуостров по Северокрымскому каналу с материковой Украины. Об этом заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя слова премьера Украины Дениса Шмыгаля. Заявления на день одни другие отменяют, поэтому мне сложно что-то говорить. То есть я не берусь комментировать. Если у них в голове у кого-то ум появится, то есть вообще мозги начнут работать, то, конечно, надо давно подавать воду, потому что у них там заболачивание у самих происходит в Херсонской, Николаевской области. На самом деле Северокрымский канал он не только был для поставок воды в Республику Крым, а в том числе, чтобы уберечь от заболачивания часть территории Украины. Ну, какая разница? Мы рассчитываем на худший вариант, что они нам ничего не дадут. И также есть реакция от подконтрольного Кремля спикера парламента Крыма Владимира Константинова. Предлагаю его послушать. Ничего общего с реальным желанием подать воды у них нет. Была сказана фраза «Украинский Крым», и это провокационное заявление. Однозначно они не готовы подавать воду, а мы не готовы ее брать. От таких людей в такое время, когда нацистский режим стоит у власти, не наказали всех участников государственного переворота, нанесли Крыму колоссальный миллиардный, так сказать, ущерб. И, Нариман, мы послушали и представителей украинской власти, и представителей подконтрольных Кремлю крымских властей. Хотелось послушать и ваш комментарий по поводу заявления премьер-министра Украины. Ну, вы знаете, вот прослушали трех чиновников разных, а по своей сути, по уровню вообще понимания ситуации с разных сторон мало чем отличаются. Что одни не говорят по сути и правду, что другие абсолютно не демонстрируют какое-то понимание ситуации с Крымом, хотя уже 6 лет прошло, да, с 2014 года, и
Честно говоря, меня просто, вот если по-человечески говорить, удивляет, что глава правительства Украины может позволять себе высказывания, которые демонстрируют абсолютную его некомпетентность в этом, по крайней мере, вопросе. Абсолютную некомпетентность. Незнание норм международного права, незнание позиции Украины, позиции президента Украины. Возьми ты паузу, разберись, посоветуйся. Если вдруг, к сожалению, вообще вся эта чехарда с правительством вопрос еще тот, но если тебя выдернули и назначили вдруг, ты возьми, разберись и потом скажи. Это с одной стороны. Другое дело, что очень многие убеждены, что такие высказывания, и до этого Давида Рахами, и в данном случае господина Шмыгаля, это неспроста. То есть четкое и настойчивое желание навязать украинскому обществу и государству понимание того, что в Крым воду надо подавать. Здесь возникает очень простой вопрос. От кого премьер-министр Украины услышал, что в Крыму засуха, что там катастрофичная ситуация с водой, что люди кричат и плачут, что у них нет в кране воды. Я живу в Крыму постоянно. А какая сейчас ситуация? Ситуация такая, какая и была, в принципе, в Крыму всегда. Вы, Эльвина, прекрасно знаете, как житель Крыма, что в Крыму с водой всегда были проблемы, больше ли, меньше ли, да? И в принципе, для потребления населения воды в Крыму достаточно хватало. Проблемы испытывали несколько городов, то есть крупных населенных пунктов. И Днепровская вода в первую очередь была необходима для сельского хозяйства. Это северные районы Крыма, выращивание риса, там поливное сельское хозяйство, овощные культуры и так далее, которые после перекрытия воды по Северокрымскому каналу, действительно там Крым засушливый регион и так далее, и так далее. Но с тех пор крымские власти достаточно хищнически отнеслись к тем запасам воды, расконсервировали еще при Советском Союзе сделанные скважины. Крымский титан, известная тема, потребляет громадное количество воды, и это предприятие просто там нужно, я не знаю, останавливать или что. Громадное и повсеместное строительство, которое тоже потребляет воду. Мы уже не говорим про военные части, которые, рост населения, которое приезжает и привозится из России, все это как бы увеличивает объемы потребления воды в Крыму, и это никак не связано с теми объемами, которые необходимы на нужды граждан Украины, о которых так печется премьер-министр. Вот я буквально 3 дня как не был в Крыму, ездил в Европу на выступление Чешского Сената, и как бы ситуация не изменилась. Вода в Крыму стратегически нужна. Для того, чтобы восстановить сельское хозяйство, для того, чтобы обеспечить в достаточном объеме. Но катастрофы нету. И говорить о том, что вот там живут граждане Украины, и Крым это Украина, и мы должны дать там это. Я тогда скажу господину премьер-министру, крымчане уже 6 лет как устали ездить в Херсон и не Новоалексеевку, оформлять документы. Давайте в Крыму откроем тогда органы Украины, которые сделают комфортной и необходимой необходимость оформлять документы. Кто-то даже в Фейсбуке написал, когда генконсульство Украины в Крыму откроем, и кто будет генеральным консулом. Да, вы понимаете, что это означает? Когда украинские военные тогда, раз надо защищать интересы граждан Украины в Крыму, от преследований, от арестов, от обысков появятся в Крыму. Почему только о воде идет речь, а не комплексно всей проблеме, которая вот сегодня, в данную минуту обсуждается в Нью-Йорке, там на Совете Безопасности. Поэтому это или абсолютная неграмотность и некомпетентность чиновника, или это сознательное действие украинских политиков, опять-таки чиновников, направлены на выполнение как раз-таки интересов страны, которая ответственна, согласно международному праву, за территорию Крыма, и которая фактически контролирует эту территорию и обязана обеспечивать всем необходимых население Крыма.
Ну, смотрите, такие заявления по поводу подачи воды звучало и от Арестова, который является главой бюджетного комитета, потом Давид Арахамия. Сегодня об этом заявил и Александр Качура, народный депутат от «Слуги народа». Ну вот, крымчанка Лиза Богуцкая, она же отметила, что таке прикре самогубство в перший день свого прем'єрства треба ще пошукати. Первое, это не позиция президента, это не позиция офиса президента, и это не позиция фракции «Слуга народа». Что вы можете сказать по этому поводу? Я могу сказать по этому поводу, что и президент, и фракция «Слуга народа» немножко, как всегда, чего-то выжидают. В очередной ситуации, когда общество требует моментального прояснения позиции президента, позиции фракции касательно высказывания их коллег по политической силе, мы пока этой позиции четко и однозначно не очень слышим. Нужно было тут же, я не знаю, там в течение получаса офису президента четко сказать, согласны они с тем, что заявляет новоназначенный премьер-министр, или не согласны. Как относиться ко всему этому? Как всегда, руководство выжидает, и это порождает огромное количество какого-то всплеска, эмоций, негодования, и усугубляет то непростое, конфликтные вот эти политические взаимоотношения, которые в последний вот уже год точно существуют в Украине, и это не на руку украинскому государству, которое просто должно найти в себе силы, чтобы консолидировать усилия. Консолидировать усилия и, по крайней мере, по вопросам деоккупации Крыма, там, по вопросам неподконтрольных территории Луганской и Донецкой области должны иметь уже четкую однозначную позицию. А вы видите эту позицию, живя в Крыму? В принципе, позиция была сформирована, донесена до международного сообщества. Мы знаем, что с избранием нового президента и нового парламента как бы началась ревизия определенная, да, этой позиции. Пока что сказать, что что-то катастрофическое происходит, сложно. Происходит то, что кто-то не договаривает, кто-то недообъясняет. Или когда президент говорит одно, премьер другое. Или, я не знаю, там, представительство президента в автономной республике Крым делает одни заявления, а депутаты Верховной Рады от «Слуги народа» делают другие заявления. Делается это сознательно или что это происходит, очень сложно вообще разобраться. И в Крыму это вызывает крайнюю тревогу среди тех граждан Украины, которые все эти 6 лет сохраняют верность своему государству, надеются на воссоединение территорий государства и внимательно следят за всем, что происходит в Киеве. Украина тем самым позитивных каких-то очков в глазах вот этих людей не зарабатывает, и украинская власть тоже. Но мы наблюдаем, что уже Крым 6 лет как аннексирован Россией, украинцы ждут. Украинцы в оккупированном Крыму ждут, когда Украина вернется, когда полуостров вернется в юрисдикцию Украины. Сколько сил, хватит ли сил украинцев дождаться и крымских татар в оккупированном Крыму дождаться, чтобы уже полуостров был под юрисдикцией Украины? Ну, во-первых, я не очень согласен с термином «ждут». Есть люди, которые действуют, не всегда эти действия видно. Одни из самых заметных – это наши политзаключенные. Они не сдаются, борются, отстаивают свои убеждения, и эти убеждения совпадают абсолютно с позицией здравой части украинского общества, официальной позиции Украины. Есть огромное количество активистов, которые приходят к судам, организовывают какие-то акции и так далее, и так далее. Другой вопрос, что кому-то, может, это все не видно и незаметно, но я просто хочу сказать, учитывая ту ситуацию, которая есть в Крыму, вообще то, что там что-то пытаются делать люди, это, ну, я считаю, определенное чудо, что люди не опустили руки, они имеют смелость говорить, неся при этом потери. Кто-то арестован, кто-то похищен, кого-то вынуждают уехать, и несмотря на это, на место тех, кто уехал или арестован, приходят новые. И это должно, наоборот, воодушевлять украинское государство. И когда
разговоры заходят, например, о подаче воды, в первую очередь нужно слушать позицию этих людей, а не тех условных крымчан, которые в 2014 году держали в руках триколоры, рвали украинские паспорта, и о судьбе которых так печется новый премьер-министр и его коллеги. И к нашему эфиру присоединяется бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Добрый вечер. Витаю, добрый вечер. Доброго вечера. Скажите, пожалуйста, хотелось услышать и ваш комментарий по поводу заявления премьер-министра касательно подачи воды в аннексированный Крым. То, что он заявил вчера вечером в програмі «Право на владу». Я вам скажу, що буде, якщо навіть почати рухатись в цьому напрямку. Наші друзі і партнери скажуть, ну якщо ви це починаєте, ну а чому ми маємо тримати санкції? Це ж для нас теж є свої проблеми, свої втрати. Санкції будуть поступово відмінені. І ми перейдемо до того, що я називаю Балтійським сценарієм. Пам'ятаєте, Радянський Союз, коли формально окупацію Балтійських держав ніхто не визнавав, але тим не менше все інше було дозволено. Якщо це відбудеться, то ми ніколи не зробимо Крим реальною проблемою для Росії. Ну і врешті-решт, слухайте, на окупованій території відповідальність за все несе окупант. А ми тут на окупованій території окупанту збираємось допомагати. Я вже не кажу про те, що це буде і прямим, і опосередкованим політичним і юридичним визнанням факту окупації. Тому політично я цього не розумію. Це абсолютно несенітниця і безглуздя. Юридично це катастрофа. З точки зору логістики, як сьогодні сказали, якісь пляшки чи каністри, це я взагалі не розумію. Відділити реально кримчан від військових баз, від промислових об'єктів за визначенням неможливо. Тому, врешті-решт, мені здається, що це викликано двома речами, ця заява. Вона не випадкова, ви знаєте, що такі тестові кульки вже були від пана Рахамія, від різних депутатів «Слуги народу». І ідея дуже проста. Перше, догодити Росії на фоні різних інших переговорів. А друге, це, звичайно, ми ж прекрасно розуміємо, це рухатись в сторону, створити додаткові проблеми для взагалі самої проблематики Крима. От, власне, дві глобальні логіки, які тут ідуть. От так я вважаю. А скажите, пожалуйста, насколько вот новый украинский премьер-министр вообще разбирается в крымской тематике, заявляя о подаче воды в оккупированный Крым? Ну, це я не знаю, це варто його запросити до інтерв'ю на Крим Реалії і запитати, чи він взагалі розуміється на кримській проблематиці, тут важко сказати. Як на мене, сама така тема, подивіться, він спочатку почав говорити про це в ефірі «Право на владу», потім з'явився його Фейсбук-пост, який говорить зовсім інше. Під час запитань в Раді він сказав щось третє. Ну, тобто, подивіться, це навіть не протилежні позиції, а три якихось різних позиції, які частково перетинаються, частково ні. Врешті-решт, маємо зрозуміти, якою буде політична позиція. Ну і слухайте, таку позицію має визначати не прем'єр-міністр, що не менше не тільки прем'єр-міністр, а Рада національної безпеки під керівництвом президента. Крим – це окупована територія. Все, що стосується країни-агресора і окупованих територій, це компетенція в першу чергу Ради національної безпеки. Тобто це має бути повною комбінацією всіх чинників, і безпекових чинників, і економічних чинників. Тобто без цього прийняти рішення за визначенням неможливо. Спасибо вам огромное. Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, был с нами на связи. А я напоминаю нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии у вас есть возможность попасть нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. И жители материковой Украины звоните на номер 044 490 29 05.
Нариман Бей, вы согласны с мнением Павла Климкина? Абсолютно. Пан Климкин полностью компетентно обозначил ситуацию. В принципе, она не новая. Эти дискуссии были и ранее, вы знаете, да. И вы помните ситуацию, при которой вообще вода подавалась в свое время и в уже оккупированный Крым, как был подписан договор, как это стало достоянием ряда политиков, которые выступили против и заставили украинскую власть и соответствующие предприятия как бы отказаться от этого, потому что и предложили России тогда это касалось уже электричества, сказали, пожалуйста, мы готовы подавать, только если будет прописано, что мы подаем во временно оккупированной Российской Федерации территорию Автономной Республики Крым. Поэтому здесь позиция однозначная. Какие канистры, о чем вы говорите? Какими канистрами можно обеспечить жителей Крыма, если действительно речь идет там от какой-то вот катастрофической засухи, там, как говорил некий депутат, я уже даже фамилию не запоминаю, Верховной Рады Крыма. Россия построила мост, пусть по ней везут канистры, поездами, уже железная дорога есть, можно вот целый водопоезд уже собрать, пусть его тоже целуют жители Крыма, как там было с пассажирским составом и так далее. То есть, еще раз повторюсь, я хочу, чтобы жители Украины и все, кто нас слушает и интересуется этой темой, катастрофической ситуации с водой в Крыму на данный момент нету. Да, была очень засушливая зима, в принципе, везде, не только в Крыму. Да, водохранилища недозаполнены не до необходимого уровня. Это проблема для крупных городов, того же там Симферополя, Феодосии и так далее. Но, в принципе, если власти так заботятся о гражданах, которые проживают в Крыму. Я не знаю, как о них там, где пусть будут граждане России, да, которые проживают в Крыму. Пожалуйста, ограничьте потребление воды предприятиями, заводами, военными частями и направьте эту воду для жителей Крыма, простых, чтобы у них все было. Перестаньте там поливать поля. Что касается, например, сельского хозяйства, засухи там, и земель, я хочу отметить, что никакой проблемы с какой-либо продукцией в Крыму нет. Ну вот известно, что крымские татары, они зарабатывают земледелием, да, и в Крыму была такая сухая, теплая зима. И как сейчас ситуация, насколько им необходима вода? И достаточно ли той воды, которая сейчас есть в Крыму? Конечно же, воды недостаточно. Если проехаться по Северному Крыму, то можно увидеть вот засохшие чеки рисовые, можно увидеть пустующие поля. Но нужно понимать, что основное это были зерновые. Зерновые не поливают, они растут от осадков. Это другая немножко история. То, что касается приусадебных участков, есть проблема. Она связана с тем, что просто варварски выкачивается вода из северных районов Нижнегорского и Джанкойского района, из скважин, из-за чего уровень воды подземной падает, идет засоление воды. Это давняя, известная всем украинским экспертам и специалистам известная история, из-за чего те люди, которые поливают свои приусадебные участки, там теплицы и так далее, они только начинают там испытывать какие-то перебои. Но проблема более широкая и комплексная. Проблема не в том, что нечем полить огород, а в том, что даже когда человек выращивает продукцию, ему не особо удается ее продать. Есть ситуации, когда люди сажают какой-то овощ, например, на полях, а потом даже не собирают его, потому что стоит он копейки, им невыгодно его собрать. Почему? Потому что по Крымскому мосту российские предприниматели наводнили крымские рынки российским, турецким, китайским, каким угодно хотите, товаром. Привоз симферопольский, знаменитый крупнейший овощной рынок, завален всей и всяческой продукцией. То есть крымская продукция не востребована в Крыму, она получается? Не востребована, и с одной стороны понятно, что это для многих единственный источник заработать какие-то деньги, но с другой стороны нужно понимать, что подача воды сильно ситуацию не изменит. Там другие вообще факторы действуют на эту ситуацию. Не то, что нечем полить, а люди даже вырастили эту продукцию,
иногда не удается или вообще собрать и продать ее, или продать ее по нормальной цене, Невыгодно. чтобы они могли заработать. То есть тут уже комплексно нужно подходить к проблеме, и тут не дело в воде, она не первый тут и не главный показатель. И у нас есть реакция главы Меджлиса Рифата Чубарова. Он заявил, что это подлый удар в спину. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможности подать воды во время на оккупированный Крым. Давайте послушаем, что сказал Рифат Чубаров. Скандальна заява новообраного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про можливість подачі води по північно-кримському каналу в тимчасово окупований Крим озвучена ним на тлі посилювання в Криму репресій і переслідування кримських татар і етнічних українців з боку російських окупантів. По суті, стало підлим ударом в спину тих, хто не змирився з окупацією Криму і залишаються вірними українській державі. Ситуацію не змінило термінове пояснення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, розміщене їм згодом на своїй фейсбучній сторінці. Слід чесно вказати і на те, що низка капітулянських заяв останнього часу по Криму з боку окремих українських політиків і посадових осіб дезорієнтують міжнародні організації і міжнародних партнерів, які прагнуть підтримати Україну у відновленні її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. При цьому абсолютно неприпустимими є спроби прикриття подібних так званих ініціатив, нібито турботою про громадян України, які проживають в окупованому Росією Криму. Насправді, будь-які поступки Росії з боку України або її міжнародних партнерів лише посилюють репресивну політику Кремля стосовно громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, в першу чергу проти кримсько-татарського народу. Відновлення водопостачання Криму по північно-кримському каналу необхідно Москві для зміцнення і розширення російської військової присутності в окупованому нею Криму, а також для облаштування нових поселень для колонізації окупованого півострова громадянами РФ, яких заселяють з метою витіснення корінного народу Криму, кримсько-татарського народу і етнічних українців. Очевидно, задля кардинального прориву у відновленні територіальної цілісності України і захисту державного суверенітету України необхідна максимальна мобілізація українського суспільства. З метою консолідації як всередині України, так і на міжнародному рівні всіх зусиль, спрямованих на якнайшвидшу деокупацію Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримом, Меджліс кримсько-татарського народу закликає прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, а також новопризначених членів Кабінету міністрів України, як і всі політичні громадські організації України, до постійних консультацій і взаємодії з Меджлісом кримсько-татарського народу. Это была цитата Рифата Чубарова в Фейсбуке, которую он опубликовал сегодня. Нариман Бей, как вы считаете, насколько украинские чиновники, украинские политики понимают, что происходит с правами человека в оккупированном Крыму? Вы знаете, уже за 6 лет огромное количество правозащитников, Меджлис крымско-татарского народа, журналисты провели колоссальную работу, фиксировали и фиксируют все нарушения прав человека. Эксперты анализируют ситуацию, высказывают свои мнения, пытаются донести эту позицию, какие-то выводы и предложения до власти. И вот уже на 6-й год мы в очередной раз сталкиваемся. Чего бы это, собственно, ни касалось. Сегодня это вода, вчера и завтра автономия крымских татар, послезавтра еще что-то там будет. И мы начинаем, вы понимаете, вот надо разобраться, мы вот должны проанализировать, сколько можно. То есть, опять-таки, вопрос или компетенции, или сознательных действий, как это говорил, в принципе, Павел Климкин, можно допускать, что абсолютно люди выполняют конкретную задачу и роль для того, чтобы навязать определенную позицию и подвести общество к принятию вот таких абсолютно невыгодных для Украины и для Крыма, украинского Крыма, решений. Как показывает практика, зачастую люди, занимающие высокие должности, не удосуживаются хотя бы за полчаса до своего назначения просчитать, о чем их могут спросить, и подготовить важные вопросы, или, по крайней мере, избежать ответов на вопросы, к которым они пока еще не готовы. У нас
работает неплохая команда в представительстве президента в Автономной Республике Крым. Достаточно обратиться к ним, чтобы получить полную информацию по любым вопросам. Вы заметили представительство президента. Давайте послушаем их позицию касательно подачи воды в оккупированный Крым. Сегодня мы связались с Антоном Кореневичем. Он находится в Нью-Йорке. И за несколько часов до начала заседания Совбеза ООН мы с ним пообщались. Давайте послушаем, что он сказал. Дивіться, і позиція моя особиста, і позиція представництва президента в Криму є відомою, її можна зараз побачити у соцмережах. Ми вважаємо будь-яке відновлення водопостачання в Крим до моменту деокупації необґрунтованим, неможливим, тому що це тиск на державу-окупанта, мало чи не останній інструмент, який ми маємо у своєму арсеналі. І більше того, ми всі чудово знаємо, що води для, власне, потреб цивільного населення в Криму вистачає. Тобто наша позиція залишається незмінною. Это был Антон Кореневич, постоянный представитель Украины в Автономной Республике Крым. Нариман Бей, смотрите, с одной стороны мы видим, что отдельные чиновники, украинские чиновники, отдельные украинские депутаты заявляют о подаче воды в оккупированный Крым. С другой стороны, постоянный представитель президента Украины в Крыму говорит, что это не произойдет, пока Крым не дооккупирует. Все они одной команды Зеленского. Что тогда происходит там внутри, в их команде? Знаете, здесь есть несколько моментов. Эльвина, когда у вас возникает какая-то проблема, вы в первую очередь воспользуетесь мнением человека, который много лет занимается этой проблемой, является специалистом в этой проблеме, и вы знаете его позицию по этой проблеме, или к тому, вот, кто вчера вдруг появился вот в этой сфере, кого выберете? Выберете Специалиста. Эксперта. Люди, которые работают сегодня в представительстве президента. Это специалисты. Если Антон Кореневич появился недавно как руководитель этого полпредства, то его заместитель Дарья Свиридова и Тамила Ташева уже годами занимаются вопросами прав человека, деоккупации, там, всем вот этим комплексом проблем, которые есть. Рифат Чубаров, как председатель Меджлиса, сколько лет занимается проблемами Крыма, сколько мы вообще помним про Рифата Чубарова, да? И полпредства и Меджлис крымско-татарского народа взаимодействуют сегодня достаточно тесно, и несмотря на дискуссии, которые существуют, это нормальная ситуация, у них есть, как мы убедились, четкая и однозначная позиция. И тут появляются люди, которые вот вообще в вопросах Крыма никогда и никак себя не обозначали и делают громкие заявления. Вот кому в данном случае доверять? Я лично доверяю людям, которые этот вопрос знают, занимались и так далее. Это первое. Второе, что необходимо уяснять, это говорит о чем? Это говорит о том, что нет четкой, сформулированной позиции по Крыму, которую обязаны придерживаться все, в частности, в недрах партии «Слуга народа» или политической силы «Слуга народа». Эту позицию должен озвучить президент, например, Зеленский, и четко потребовать от членов своей политической силы придерживаться данной позиции и не заниматься там чем ни попадя, и не высказывать эти проблемы. Вот проблема в том, что эта позиция не сформулирована. Обсуждаем воду. Мы же понимаем, что украинское государство за 6 лет в отношении Крыма-то ни одного толкового решения, собственно, не приняло. Не приняло. Боимся как огня этих вопросов, а зато вот такие вбросы мы делаем. И к нам присоединяется народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Александр, в нашей студии находится активист национального движения «Нариман» Шилял. Возможно, у него будет вопрос, но вначале я у вас хочу спросить, что сегодня вы заявили, что Кабинет министров должен разработать концепцию, каким образом поставлять в Крым воду только для населения. Расскажите, что за концепцию, что вы имели в виду? На самом деле, сегодня прозвучало заявление премьер-министра с трибуны о том, что Крым – это Украина, что граждане украинские там находятся, и в случае, если будет критическая ситуация, государство Украина, правительство Украины должно передать воду в бутылках, в каких-то
возможно, цистернах, в бочках, но только в таком виде, чтобы эта вода не использовалась в промышленных целях, для военных баз. То есть сейчас не говорится о системном, да, каком-то, через трубу, да, поставки, так как это интерпретировали некоторые средства массовой информации. Говорится о том, что если критическая будет ситуация, мы не имеем права не оказать помощь тем гражданам, которые имеют украинский паспорт, которые являются украинцами. Вот сегодня предложил, кстати, коллега по парламенту, он говорит, что если такая проблема будет, пускай граждане, которые по тем либо иным причинам находятся на оккупированной территории, в заложниках фактически, приезжают с паспортом украинским на подконтрольную территорию, получают воду на там столько нужно, 50-100 литров, и возвращаются назад, если это будет такой вариант. Да, Александр, ну согласно международного права, да, и государство-оккупант, именно Российская Федерация, несет полную ответственность за украинцев, которые живут на полуострове. Это согласно международного права. Это вам о чем-то говорит? Да, это говорит о том, что я изучал эту конвенцию, и там говорится о социальных гарантиях. Это значит, что они должны обеспечить зарплатами, пенсиями тех, кто находится... Там говорится о гуманитарных потребностях. Ну, про воду там ни слова нет. Но смотрите, давайте все-таки вернемся, да? Вернемся. Как вы будете подавать воду населением? Как это будет выглядеть? Я все-таки закончу мысль. Это будет выглядеть таким образом, который утвердит Совет национальной безопасности вместе с Кабинетом министров. Потому что они должны в экстренных случаях оказать помощь. Это, по моему мнению, гражданам Украины, если это будет необходимо. Но не говорится о какой-то системном возобновлении до завершения процесса оккупации. Когда произойдет деоккупация, когда Россия уйдет с этой территории со своими войсками, тогда мы полноценно сможем возобновить поставки воды. Сейчас об этом речь не идет, потому что почему-то так именно интерпретировали некоторые ваши коллеги. Они, правда, потом исправились, некоторые удалили вообще свои публикации после того, как я разъяснение сделал. Но идет именно об этом речь, что Крым – это Украина, граждане там украинские. В случае проблемы, если Россия, оккупант, который держит в заложниках, не может никак помочь нашим гражданам, чтобы они не умирали от недостатка воды, то значит мы должны какую-то концепцию разработать, чтобы это не нарушало международные нормы, чтобы европейские наши партнеры не изменили свою позицию по поводу оккупации, чтобы это ни в коем случае не повлияло. Мы должны разработать концепцию, в которой это можно будет сделать. И про это я сказал, не более того. Александр, смотрите, с одной стороны, Украина просит Европу и США вводить санкции в отношении России из-за войны, из-за аннексии Крыма. Но в тот же момент сама же Украина хочет подавать воду в оккупированный Крым. Так я же говорю, что не подавать воду в оккупированный Крым, а передать гражданам Украины эту воду, если даже они на подконтрольную территорию придут, но по каким-то причинам они не могут полностью переместиться, жить, стать переселенцами. Тогда Украина им даст эту воду в каких-то бутылях, не в промышленных целях. Не нужно путать просто возобновление опять поставок воды и предоставление каждому отдельному гражданину, который является гражданином Украины с украинским паспортом, такой возможности. Если кто-то там, это не значит, что оккупантам, военным базам, для промышленности, для какой-то военной. Это идет речь о помощи гражданам Украины, которые такие же, как и мы, граждане, потому что им не повезло. Агрессия России постигла такую участь крымскую, на тот момент автономную республику Крым, и они заложниками оказались. Но мы не должны от них отказываться, как от граждан. Это неправильный точно подход. Александр, а как вы представляете передавать воду населению бутылями? Как это будет выглядеть, как это будет происходить? Премьер-министр заявил, да, что он считает, что это граждане Украины, которым нужно помочь. Поэтому они должны совместно, еще раз вернемся, да, потому что я уже говорил, утвердить порядок, как это нужно сделать, чтобы это устраивало всех, чтобы это не нарушало никакие наши международные договора, чтобы это не нарушало позицию наших партнеров по поводу санкционного порядка, но в то же время, чтобы нам не сказал весь мир, что мы бросили умирать своих граждан. Вот это должен быть такой подход. И его должен утвердить Кабинет министров, потому что это их полномочия вместе с Советом национальной безопасности и обороны. И у нас в студии есть Нариман Джилял, который из Крыма. Возможно, у вас есть вопрос, Нариман Бек, к народному депутату от «Слуги народа» Александру Качура. У меня вопрос, почему именно сейчас
вдруг у вас возникла такая мысль, что жителям Крыма, гражданам Украины нужна в бутылях вода. Поверьте мне, я живу в Крыму, магазины все, от сельских до больших супермаркетов, завалены бутылями с водой, которые российские предприниматели спокойно себе привозят по Крымскому мосту или другими способами в Крым. Вопрос в другом, в состоянии ли жители Крыма купить эту воду или нет. Воду, которую любым способом там кто-то будет поставлять в Крым, тоже покупается, она никому там бесплатно не раздается. Необходимости или потребности крайне катастрофической в питьевой воде в Крыму просто не существует. Так вот, с чего вдруг депутаты Украины, премьер-министр заговорили об этой проблеме? Вот мне интересно. Во-первых, я не присутствовал в студии, в тот момент, когда премьер-министр это озвучивал, но я знаю, что это связано с прогнозами, те, которые указывают, что летом будет абсолютно рекордное усушье, то есть не будет дождей в Автономной Республике Крым. Это основной источник пресной воды в Автономной Республике Крым, помимо скважин и всех остальных. Для населения этого может быть недостаточно. Но сейчас этого хватает, сейчас вода есть, ее будут привозить, она добывается, но согласно исследованиям, которые опубликованы, летом может быть катастрофическая ситуация. И на этот случай, если не смогут оккупанты обеспечить, то Украина должна со своей стороны тем гражданам, которые поневоле находятся на территории неподконтрольных нам территорий, оккупированных территорий, они должны все-таки не забывать, что они граждане Украины, и государство Украины о них позаботится в этом плане. То есть они смогут перейти в Херсонскую область, допустим, либо какой-то другой вариант. Это, опять же, не моя компетенция, я не представитель обороны и национальной безопасности и стратегии этой, но какой-то способ нужно предусмотреть, чтобы люди, которые не могут получить, если у них нет денег, купить ту воду, о которой говорите, что у них нет денег просто, они должны туда прийти и получить ее на подконтрольную территорию, чтобы вызвать просто. Александр, а воду, которую вы планируете подавать в оккупированный Крым, также могут воспользоваться и военные базы, которые там находятся, и уже их количество больше со стороны России, они укрепляются. Также они будут пользоваться водой, которую вы предлагаете? Ну так, если вы внимательно прослушали, все, что я сказал, то, в принципе, ответ, наверное, есть. Нет, они не будут пользоваться этой водой, потому что только для граждан Украины конкретно такая возможность будет открыта. Не для военных Российской Федерации, не для каких-либо производств, не в промышленных масштабах, а только для целей того, чтобы, если катастрофическая ситуация будет у нас в Украине, это наша территория. Александр, а как вы будете контролировать, поступила ли эта вода из, которую вы предлагаете, военной базы, либо у вас там, может быть, представитель кто-то будет в Крыму, который будет контролировать, как вы будете распределять это все? Если, во-первых, о системных, еще раз, я буду повторять, потому что, я так понимаю, у вас уже заготовлены какие-то вопросы, у вас не по сценарию, наверное, идет мои ответы, но я вам хочу еще раз объяснить. Ни о каких системных поставках до момента деоккупации нет речи. Идет речь о том, что если украинский гражданин, это я так вижу, это мое видение, это не позиция партии. И не позиция. Но вы народный депутат от «Слуги народа», вы же представляете народ. Необходимость в этом. Сейчас технической возможности нет. Переходит человек, допустим, на подконтрольную территорию, предъявляет паспорт, его идентифицирует, что это он, и тогда получает. Ни о какой не может быть речи идти, чтобы это пошло в военной базы. Граждане Украины для своих потребностей только смогут получить определенное количество воды. Если такая будет критическая ситуация, так как прогнозируют эксперты, что будет просто за последние десятки лет ситуация критическая по наличию пресной воды на Крымском полуострове. Спасибо вам огромное. Александр Качура, народный депутат от «Слуги народа», был с нами. Спасибо за ваши ответы. Нариман Бей, послушали и представителя власти. Вы что знаете, можете сказать? Что я могу сказать? Это ситуация, когда была сказана глупость,
И, соответственно, отговорки очень близки вот к пониманию того, что это глупо, маловыполнимо и так далее. Опять-таки повторюсь, как обычный житель Крымского полуострова, в магазинах, в бутылях, больших и маленьких, воды полно. Есть деньги, бери и покупай ее. Я думаю, что Российская Федерация, как страна, которая осуществляет контроль над территорией Крымского полуострова, имеет все возможности в бутылях, пол-литровых, литровых, 5-литровых и каких хотите, обеспечить жителей Крыма водой, если на то будет необходимость. Поэтому вот такая забота мне немножко непонятна. Она очень инфантильная для людей, которые сегодня являются депутатами Украины, занимают должности премьер-министра или еще какие-то должности в украинском государстве. Мы все понимаем, что проблемы, которые возникли с 2014 года для граждан Украины, включая обеспечение водой, украинскими товарами, услугами, госуслугами и всем этим комплексом проблем, имеют одну причину. И вот чтобы защитить граждан Украины, Украина должна приложить максимум усилий для того, чтобы эту причину ликвидировать. Я имею в виду о действиях Российской Федерации, которую Украина и весь мир, в принципе, официально на уровне международных организаций интерпретируют как агрессию Российской Федерации в отношении украинского государства. И поэтому пока международно признанные границы Украины, прописанные в межгосударственных соглашениях между Украиной и Российской Федерацией, не будут восстановлены, все эти проблемы будут копиться, возникать, исчезать там и так далее. И согласно международному праву, ответственность за них несет именно Российская Федерация. И поэтому вот подобные вещи, я не знаю, что это, и как это вообще воспринимать, невозможно. И я думаю, что сейчас огромное количество моих знакомых, друзей, жителей Крыма просто возмущены вот подобным отношением, в то время как в Крыму граждане Украины ждут взрослых, эффективных решений по вопросу Крыма, взрослых, эффективных и профессиональных решений, а не подобных заявлений. Мы вернемся в студию через несколько секунд. Оставайтесь с радио Крым Реалии. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Это радио Крым Реалии, Крымский вечер. У нас в студии Нариман Джилял, активист национального движения крымских татар. А я напоминаю, что у слушателей есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. И поговорим сейчас о том, что в Нью-Йорке сейчас проходит заседание Совбеза ООН, там обсуждают ситуацию с правами человека на Крымском полуострове. И известно, что уже выступил глава Меджлиса Рифат Чубаров, также планируется выступление постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Криневича. И до начала заседания мы с ним пообщались, он рассказал, о чем будет его выступление, предлагаю послушать. У нас сьогодні важливий день. Ми сьогодні говоритимемо в межах засідання Ради безпеки ООН у форматі АРІА про ситуацію з правами людини в Криму. Тобто, власне, саме тематика цього засідання стосується прав людини, і тому найбільший фокус ми будемо робити саме на порушення прав людини окупаційною владою, так званою, в Криму. А також будемо говорити про те, що держава Україна робить, вже зробила і робитиме для підтримки кримчан. Тобто, по суті, мій виступ ґрунтуватиметься саме на цих двох блоках: порушення прав людини Російської Федерації в Криму і те, що Україна зараз вже робить для деокупації Криму, для підтримання зв'язків з нашими громадянами. В межах першого блоку порушень прав людини в Криму я планую говорити про переслідування кримських татар і про українських активістів, відповідно незаконне ув'язнення і утримання, незабезпечення права на справедливий суд, наявність як мінімум 116 політичних в'язнів,
планую озвучити певні прізвища для того, щоб держави-члени ООН, Рада безпеки ООН, вони і так розуміють, але ще раз наголосити на тому, що ці 116 – це не просто цифра, це конкретні людські долі, за якими стоять їх сім'ї, їх життя і так інше. А будемо говорити також про примусовий призов на збройну службу до Збройних сил Російської Федерації, як, по суті, найбільш систематичний воєнний злочин, який вчиняють представники окупаційної влади в Криму. Говоритимемо також про мілітаризацію навчального процесу і про інші порушення прав людини, про переселення громадян Російської Федерації на територію Криму та інше. Буду говорити ще про деякі речі, залишу їх, напевно, щоб трошки зберегти інтригу. Щодо зобов'язань України і щодо того, що робить Україна, то ми поговоримо про відбудову контрольних пунктів в'їзду-виїзду Каланчак і Чонгар, про освіту для кримчан, про медичні послуги, про надання адміністративних послуг і те, що зараз наша держава робить в цьому контексті. Это был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в РНК. Он на месте событий именно в Совбезе ООН. Нариман Бей, как сейчас изменился Крым за 6 лет? Кто сейчас, кого Россия заселила? Какая ситуация с милитаризацией сейчас? Ну, в принципе, ситуация известная, уже давно изученная, вопрос там в каких-то нюансах. Мы знаем, что огромное количество вооруженных сил перенаправлено на Крымский полуостров, открыты и созданы новые какие-то, да, локации вооруженные. Вот чтобы вы понимали, есть два северных города. Это Армянск возле Каланчака, да, и Джанкой возле Чонгара. В этих двух городах построили два здания-близнеца. Я не скажу для Джанкоя, но для Армянска, наверное, это сейчас самое главное, новое и красивое здание. Как думаете, что это за здание? Это громадные, вот, одинаковые здания с территории. Это местные офисы, я не знаю, как это назвать, ФСБ Российской Федерации. Два здания. В Джанкое еще построили 3 или 4 многоэтажных дома для российских военных и, наверное, для сотрудников ФСБ. И вот такое происходит повсеместно. Что касается технику, вот вы помните Крым 5 лет назад, да? 6 лет назад, да, потому что я помню, что вы приезжали одно время. Сейчас вот отличие заключается в том, что если ехать по Крыму, вы обязательно наткнетесь вот взглядом или на вооруженную технику военную какую-нибудь, или на машину полиции. Вот просто это вот как раньше было видеть, там, я не знаю, крымскую природу, вот сейчас вы это видите. Или какие-то стройки сейчас идут. То есть уровень милитаризации достаточно высокий. И очевидно, что Российская Федерация усиляет свой контингент там, и есть даже уже такие постоянные дороги, по которым перемещается техника, проводятся учения и так далее, и так далее. Что касается замещения населения, помимо всего, в Крым в огромном количестве приезжают люди за работой. Мы интересовались у этих людей, почему они в Крыму. Они отвечают очень просто. В Российской Федерации деньги бюджетные и большие выделяют в Москве, в Чечне и в Крыму. Мы вот там из какого-нибудь Воронежа, из какого-нибудь там, я не знаю, другого региона едем в Крым работать. Это о чем говорит? В то время как в Крыму люди ищут работу, хотят работать, российские компании привозят сюда на работу, трудоустраивают совершенно других людей. В том числе некоторые из них приезжают на постоянное место жительства по разным причинам. Но мы, к сожалению, не имеем точных данных, но по косвенным признакам склонны считать, что для приезжих в Крым россиян государство открывает какие-то дополнительные привлекательные возможности. Как это проявляется, возможности? Это проявляется в том, что они легче находят, там, я не знаю, место для детей в детском саду или в школе, получают жилье или арендуют жилье. Ну вот, чтобы вы понимали, например, в 2014-2015 году приезжал новый сотрудник железнодорожного там предприятия, да, я не помню, как оно называется, и ему выделяют 40 тысяч рублей на аренду жилья. Вы понимаете, что для Крыма это много. Он
проводил соответствующий договор с арендодателем, там тратил, грубо говоря, 15-20 тысяч, остальные брал себе. Сейчас ситуация немножко изменилась. Сейчас, и это видно по сообщениям и прессы, и в частности и ваших сообщений, что некоторые россияне начинают покидать Крым. Я таких историй тоже слышу уже достаточно, потому что Российская Федерация уже перестает. Это как раз последствия санкционной политики и внутренняя ситуация в Российской Федерации перестает вот так вот крупными объемами финансировать вот переселение жителей Крыма. Но... То есть эта поддержка со стороны России постепенно исчезает, да? Да, Отменяется. она исчезает и уже рассчитана на то, что человек переехал, он же где-то там продал, наверное, свое имущество, переехал сюда, и многие уезжают. Это врачи, это там какие-то специалисты и так далее, которых привлекли бизнесмены. Например, в 2014 году в огромном количестве приезжали ребята с чемоданами денег, покупали какие-то там объекты промышленные, недвижимость и так далее, а потом уезжали, потому что оказалось, что в Крыму бизнес вести нормально невозможно. Фактически более-менее успешный бизнес существует на государственных тендерах, а эти фирмы так или иначе связаны с господами там Аксеновым, Константиновым или с кем-то из команды вот новой крымской власти или уже старой крымской власти. И ситуация как бы непростая, но в Крыму достаточно, то есть вот, чтобы вы понимали, идя по Крыму, вы обязательно даже на ухо услышите, что здесь есть не крымчане. То есть другой говор, вот этот знаменитый российский говор, и вот сразу начинаешь слышать, видеть этих людей и так далее. Но того энтузиазма, который был несколько лет назад, уже тоже не видно. Другой вопрос, вот мне приходится объяснять, что жители Крыма сегодня испытывают разочарование политикой российского государства. Я думаю, что не такой вот касательно там Крыма в целом, а вот какой-то такой жизненный, да, внутренний, экономический, который сказывается на их благосостоянии. А Украина не капитализирует это разочарование в свою пользу. Абсолютно никак. Никак вообще. Зато вот разговаривают на такие темы абсолютно Подача не нужны. воды, да? Да. Нариман, скажите, пожалуйста, вот до аннексии Крыма на полуострове работало 14 национальных школ с крымско-татарским языком обучения, и была одна гимназия украинская в Симферополе, около Гресса. Как сейчас ситуация с образованием на 3 языках, которые являются государственными в Крыму? Вы знаете, можно спорить по поводу нюансов. Российская Федерация говорит, что она какие-то неимоверные и колоссальные шаги сделала в направлении языковой политики. Я склонен как бы говорить, если говорить радикально, то ситуация ухудшилась. Если говорить более мягко или умеренно, ситуация не улучшилась по сравнению с той, которая была до 2014 года. Вы знаете, чтобы открыть группу национальную группу в школе, в садике или класс в школе, препятствия были всегда в Крыму, да? Но я напоминаю, что у власти в Крыму остались те же ребята, то есть, которые были и до 2014 года, которые остаются и сегодня. И их нелюбовь, их вот этот шовинизм откровенный в отношении крымских татар и украинцев, он, в принципе, продолжает существовать, жить в них, давать плоды свои. То, что власти России позволили крымским властям в Конституцию внести статью 10 о том, что русский, украинский, крымско-татарские языки являются государственными, к чему привело? Все таблички на государственных учреждениях и некоторых органах местного самоуправления на 3 языках. Все. А знают ли тот же Аксенов и Константинов 3 языка, которые являются государственными, а они являются они их, представителями знаете, власти под контролем России? Не только не знают, а несколько лет назад, когда шла очень бурная дискуссия касательно закона об образовании в Республике Крым, и мы тогда провели с экспертами очень серьезную работу, разработали предложение и даже, скрипя зубами, встретились с нашими коллаборантами, фамилии которых не хочу называть, их судьба сейчас известна, и потребовали от них, раз уж они там находятся, чтобы они добивались именно
такого закона об образовании, тогда и госпожа Поклонская, будучи еще прокурором крымским, и господин Константинов сделали резкие заявления о том, что да вы что, да какой крымско-татарский язык, чтобы мы еще на нем разговаривали, вы с ума сошли, и так далее, и так далее. Абсолютно не было этой ситуации. Ситуация ухудшается еще и тем, что упомянутые вами национальные крымско-татарские школы, условно крымско-татарские школы, вы помните весь комплекс проблем, который у них существовал, сейчас утратили даже этот статус. Это просто школы с углубленным изучением крымско-татарского языка, потому что в российском законодательстве нету понятия национальной школы. Более того, согласно российскому законодательству, обучение в 10-11 классе ведется исключительно на государственном русском языке, и дети имеют возможность только работать и учить родной язык как предмет. Ситуация ухудшилась, на мой взгляд, точно, и света в конце вот этого туннеля точно не видно. И у нас осталось 20 секунд. Хотелось узнать, легче ли крымчанам, простым крымчанам устроить своих детей в детские сады, либо все-таки военные Российской Федерации быстрее устраивают своих детей? Здесь сложно говорить, я не изучал этот вопрос, отвечу только одно. Расхваленные десятки новых детских садов, которые построили вот за последние годы в Крыму, и школ, большинство из них на данный момент являются памятниками архитектуры, в которых ни одного ребенка не воспитывается и не обучается.